Друзья, всем здравствуйте! Карта дня на 22 января 2021 года. Давайте посмотрим, какой будет сегодня день. Общая карта для всех Валет Трифовой. Овны, Тельцы, Близнецы и Раки. Так, Львы, Девы, Весы, Скорпионы. Козероги, Стрельцы, Козероги, Водолеи, Рыбы. И в конце достанем результат дня. Итак, у нас выпадает Валет Трифовый, общая карта для всех, а это значит, что мы будем сегодня спешить заканчивать дела, спешить, допустим, куда-то попасть вовремя, спешить на помощь кому-то. Тоже может быть такая ситуация сегодня, когда кому-то потребуется от нас какая-то услуга или какая-то поддержка. А также сегодня хорошее время для того, чтобы работать вот именно физически, да, или вот физически вкладываться в какой-то процесс, лично присутствовать где-то, что-то самим начинать, проявлять инициативу, успевать везде во все места. В общем, очень хороший день, чтобы и многое успеть, и многое решить. Хорошее время для того, чтобы показать себя, но вот ни в коем случае нельзя лениться, нельзя в себе сомневаться, и не стоит подавлять в себе какие-то вот желания начать что-то новое, что-то сделать, там, отремонтировать, куда-то поехать и так далее, да, то есть вот все какие желания возникают сегодня, а их прям нужно сразу же без промедления начать реализовывать, тогда все будет очень хорошо получаться. Нужно быть осторожнее с тяжелыми и острыми предметами, потому что вот из-за спешки можно вот что-то натворить, да, и в дороге тоже будьте осторожны, потому что здесь тоже вот этот элемент скорости, спешки может присутствовать. А также хороший день для занятий спортом, для того, чтобы побольше ходить пешком, побольше двигаться. Хорошее время для того, чтобы решить какой-то вопрос, ну, допустим, не решались кому-то что-то сказать. Вот сегодня замечательное время для того, чтобы вот все, что у вас на душе есть, если назрело, накопилось, да, нужно говорить, нужно высказаться, есть для этого силы. А если же вы не хотите сегодня конфликтовать, не хотите, чтобы какие-то люди, может быть, от вас ушли, да, с кем-то поссориться. Вот будьте осторожны тогда с выражением своего мнения, да, берегите тогда свои отношения. Это карта для овнов у нас, Джокер выпадает. У вас день какой-то легкий, приятный. Вот вся вот эта скорость, вся эта спешка, она будет вам нравиться. Это будет, знаете, такое ощущение, что вы получаете кайф от жизни. То есть день для вас может быть реально каким-то праздником, да, это может быть какой-то юбилей, торжество какое-то, или может быть встреча с друзьями. В общем, все, что вас радует, это может произойти. Причем вы можете с большим количеством людей познакомиться, вы много дел можете переделать, вы можете как-то по-новому себя сегодня преподать, да, какой-то новый образ свой создать и в одежде, во внешности. Как-то люди по-новому совершенно на вас будут смотреть. Ну и вообще это хороший день для того, чтобы что-то в своей жизни поменять. Вот даже если вот в отношениях вам что-то не нравится, да, вот можно менять, договариваться, решать вопросы. Следующая карта для тельцов, десятка трифовая. У вас, уважаемые тельцы, сегодня день, когда все вопросы зависят, скорее всего, от других людей или от закона, или от каких-то чиновников, от государства и так далее. Или, допустим, есть люди, от которых вы все-таки зависите, может быть, это начальство на работе, да, может быть, это старшие члены семьи, которые вот могут вам мешать, в чем-то останавливать, не давать себя проявить и так далее, да, будет очень хотеться, вот есть большая вероятность ссоры по этому поводу, скандала, да, вот тоже все обдумывайте наперед, потому что может, знаете, энергии много, может неожиданно это все произойти, и лишь бы потом не пришлось жалеть, да. Также вот, знаете, сегодня могут люди какие-то появиться, которые, ну, могут реально нападать, да, физически, может быть,
говорить какие-то резкие слова и так далее. То есть вот здесь есть такая опасность от какого-то человека, да. Ну, по крайней мере, тельцам сегодня лучше вот поздно вечером там в одиночку не ходить никуда, потому что, ну, реально есть такая вот угроза. А также эта карта еще, когда нужно что-то ждать, да, вот, допустим, какую-то подпись поставить или какое-то разрешение, да, вот приходится ждать, ничего нельзя с этим сделать. Или, допустим, вы уверены, что вам не откажут и идете кого-то просить, да, а вам говорят нет, не пойдет. Ну вот не принимайте отказ, а через какое-то время снова говорите, настаивайте на своем, скорее всего, можно будет решить вопрос, или вот в обход нужно начать действовать. Следующая карта для близнецов. У вас выпадает валет пиковый. И у вас очень много сегодня будет каких-то новых встреч, новых дел. Может быть, очень много эмоций по поводу того, что происходит, да, вот так как здесь два валета, скорее всего, потребуется помощь либо вам самим, либо вашему близкому окружению, может быть, семье, да, и нужно будет быстро принимать какие-то меры, принимать какие-то решения, заботиться и так далее. Кстати, может быть, кого-то отвезти куда-то, да. Также эта карта очень часто связана с таким человеком, который очень искренний, очень дружелюбный. Можно поговорить по душам, можно решить какой-то вопрос. Да? В общем, это карта, когда мы с кем-то говорим, и нам становится легче, приятнее на душе. Также эта карта говорит о том, что сегодня могут возникать какие-то вопросы с семьей, с домом, с недвижимостью, с детками и так далее. А следующая карта для раков, семерка бубновая выпадает. У вас, уважаемые раки, сегодня день просто, когда вы всем нужны, да, всем вам звонят, пишут, или вам нужна какая-то информация, вы постоянно в общении находитесь. Хорошее время для того, чтобы переговоры проводить, да, вот успеть все здесь, все вопросы решить. И вот карты говорят, что нужно, если, допустим, у вас какая-то цель есть, продать, заключить контракт или еще что-то в этом роде, нужно прям настаивать на своем, такую смелость проявлять, чтобы человек не мог вам даже отказать. Очень удачный день для разных продаж, встреч, звонков, переговоров и так далее. Если вы хотите назначить встречу, свидание там, с любимым человеком или встретиться с друзьями, да, тоже просто замечательный день для этого. Решите какие-то важные вопросы. Если хотите что-то купить, вам прям сегодня очень повезет, попадается та вещь, которая нужна, и, может быть, даже распродажи, скидки и так далее. Вот если вообще хотите что-то купить, сегодня день самый замечательный для того, чтобы вот со скидкой купить и то, что нужно. Следующая карта для львов, валет валет бубновый. У вас сегодня, уважаемые львы, будет очень много резких ситуаций или резких людей в вашем окружении, и нужно будет постоянно ставить, может быть, всех на место, да, потому что иначе вот... В общем, есть люди, которые хотят как-то на вас повлиять, да, как-то подавить или еще что-то такое. И вот нужно будет постоянно говорить либо твердое «нет», либо вот как-то очерчивать свои границы, да, защищать свои границы от таких вот людей, от вторжения, да. Либо, может быть, есть такой человек, который как бы... Может быть, ваш друг, да, помощник. И вроде бы он действительно многое для вас делает, но в то же время вас напрягает, что он вмешивается постоянно в вашу жизнь. Но все-таки здесь нужно поставить границы, поставить точку, если что, да. А также карта говорит о том, что сегодня нужно принять какое-то важное решение. И самое главное сегодня не метаться. Потому что вот по этой карте вы можете метаться, раздумывать, надо, не надо. Может быть, завтра, да. На самом деле сегодня это тот день, когда нужно принимать решение обязательно. Также это карта холода. Это просто или холодная погода, или холодные отношения. Да? Кто-то к вам холодно отнесся. Или у вас совершенно нет чувств к какому-то человеку, а они должны быть. Да? И вот вы чувствовать можете себя виноватым. Карта говорит о том, что это просто такой период. Вы сейчас совершенно на другое настроены, поэтому не стоит себя винить. Это как бы нормально, это проходит. Также карта может говорить о том, что сегодня...
может быть какая-то неожиданная ситуация, которая вас удивит, или человек какой-то поведет себя так, что вы не ожидали. И осторожней с острыми предметами сегодня. Так, следующая карта для Девы, семерка пиковая. У вас какое-то важное сообщение, возможно, которого вы давно ждали. Или бумага какая-то приходит, которую вы давно ждали. Получили документ, доверенность, там паспорт, прописка и все такое прочее. Может быть, пришел какой-то счет долгожданный на оплату вот важных для вас услуг, покупки какой-то и так далее. Может быть, подписание договора, подписание бумаг. Может быть, просто оплата счетов, да, день, когда вот вы посвящаете себя всяким бумагам, наводите порядок там в документах и так далее. Может быть, кстати, вы сами куда-то едете, и вам, допустим, приходит какое-то сообщение, и вам нужно срочно менять планы, да, допустим, разворачиваться и ехать уже совершенно по другому делу. Также карта может говорить о том, что сегодня могут быть какие-то награды или подарки, или денежные какие-то компенсации. Тоже очень возможно. Следующая карта для весов. У вас король трефовый выпадает. Вам весь день нужно, уважаемые весы, думать. Вот каждый шаг свой обдумывайте, потому что будет очень много ситуаций таких, которые непонятно, какое решение принять, какое слово сказать, что выбрать и так далее. И вот если вы будете действовать в тот момент, когда точно не понимаете ситуацию или не знаете человека, то тогда можно наделать очень больших ошибок. Могут обмануть, могут подставить и так далее. В общем, такие вот вещи неприятные. Поэтому пока вы точно, четко не представляете ситуацию или не проверили какого-то человека, не принимайте никаких решений, вот связанных с ним. И, кстати, вот если вот вы, допустим, мужчина, ну да и девушки тоже, не пейте спиртное с людьми малознакомыми сегодня, потому что может быть или кража, да, или еще какая-то проблема неприятная. А также карта может говорить о том, что вы сами сегодня можете в настроении в своем плавать, да, то радость, то печаль, то уверенность, то неуверенность и так далее. То есть, ну, это все такая переменчивая ситуация. Кстати, могут приходить люди, которым вы, допустим, верите, а потом узнаете про них что-то такое, что вот понимаете, что больше этому человеку доверять нельзя. Так, еще что важно. Вообще сегодня можно обманываться, да, то есть видеть то, чего нет на самом деле. Верить людям, которым нельзя верить. И даже себе сегодня лучше не верить, а все проверять. Следующая карта для скорпионов. У вас туз пиковый. Туз пиковый – это всегда какая-то идея классная, которая приходит. И вот если ей воспользоваться, вы многие свои вопросы решите. Можете, допустим, выбрать какое-то новое направление в деятельности. Вы можете познакомиться с человеком очень умным, мудрым, который, знаете, вот что-то очень важное для вас покажет. Да? Нужно будет сегодня принять какое-то решение, сегодня прояснится какая-то ситуация или откроется какая-то тайна. Особенно если это женщин касается, да? Вот, может быть, какая-то женщина вам откроет глаза на что-то. А также здесь ситуация знакомства, очень важного знакомства, которое повлияет на вашу жизнь. Если у вас есть какой-то вопрос сегодня, который вот никак не дает вам покоя, обязательно получите ответ. Можно инициировать тоже. У нас же здесь активных действий карта на день, да. Можно, допустим, спросить совета у человека, которому вы доверяете, или, может быть, это психолог, астролог, таролог и так далее. Вот не оставляйте сегодня вопросы нерешенными, потому что вам реально нужен ответ для того, чтобы что-то в жизни здесь начать, поменять и так далее. Ну и опасайтесь вмешательства в вашу жизнь людей, которые могут вам навредить. То есть старайтесь хорошенечко понять человека. Не доверяйте всем и сразу, потому что на эмоциях тут можете принять решение. Вот понравится человек или понравится то, что он говорит, и вот вы уже приняли решение. А нужно до ясности все доводить.
А следующая карта у нас стрельцы, семерка червовая. У вас все растет сегодня, да, растут доходы, растет, допустим, ваше влияние. У вас может, допустим, в семье появиться какой-то новый человек, в доме прибавка какая-то. Это может быть и друзья приходят, это может быть и вещи какие-то покупаются. Может быть, вся семья собирается. Сегодня какой-то праздник или принятие какого-то важного решения, да. Может быть, сегодня очень важный день для того, чтобы закрепить свои позиции на работе. Как-то, знаете, ну, показать свою важность, свои способности. Очень важно. Хорошее время для того, чтобы укреплять здоровье, лечиться, выздоравливать. Очень такая мощная сила здесь в здоровье, да, прям иммунитет как-то поднимается, повышается у вас, уважаемые стрельцы. Пользуйтесь этим днем вот для своего здоровья. И еще эта карта, когда мы меняем какие-то свои взгляды на жизнь. Вдруг что-то происходит, да, и мы то, что, на что смотрели под одним углом, теперь вообще по-другому смотрим. Еще это как бы кармический день, когда очень важные события происходят у вас или у ваших близких, в вашей семье. Следующая карта для козерогов. И у вас, уважаемые козероги, туз червовый. Эта карта тоже очень такая важная, да, сегодня вы что-то узнаете новое. Узнаете новое о людях, об окружении, да, о своей семье, скорее всего, о коллективе, о своем, в котором вы работаете, или о клиентах. Что-то очень важное для вас выходит на поверхность, проясняется. А для кого-то это может быть, кстати, это же начало, да, это может быть какое-то новое предложение. Если вы девушка, то вот от мужчины может быть какое-то предложение или встреча очень важная. Если же вы молодой человек, мужчина, да, то тогда у вас по работе может быть какое-то важное предложение, может быть связанное с обучением, может быть связанное с повышением. Но в любом случае это отразится на вашем статусе, на ваших деньгах и так далее. Также эта карта вообще новых встреч, новых знакомств, очень важных для вас. Это могут быть и друзья, это могут быть клиенты, коллеги и так далее. А также это день принятия важных решений. Посмотрите, сегодня вы будете вести себя так, уважаемые козероги, как никогда не поступали. Общаться с такими людьми, с которыми никогда не общались. То есть вот сегодня вы прям очень намерены, очень как бы сильны, да, и у вас все получается как-то по-новому, да, то, что раньше никогда не получалось. Кстати, по этой карте очень часто приходят деньги. И хорошо, знаете, может быть, это партнерская карта, да, приходит человек, с которым вы вместе какое-то дело будете делать и от этого получать финансовую прибыль. Следующая карта для водолеев, девятка, трефовая у вас, уважаемые водолеи. Очень важный день в плане профессии, навыков профессиональных, повседневной занятости, карьеры, должности и так далее. Тем более рядом туз, вполне возможно, что-то у вас какое-то в карьере продвижение, улучшение идет. Кроме того, ваше вот это продвижение, оно зависит от вас, потому что сегодня день активный. И, скорее всего, нужно показать свои таланты, сказать о себе. Если даже вас не спрашивают, да, все равно как-то сделайте так, чтобы вас заметили, потому что вы реально можете сегодня продвинуться в плане деятельности. Также хороший день для того, чтобы что-то по-своему делать. Допустим, есть какая-то инструкция, есть какой-то привычный стиль работы, а вы можете предложить это делать по-другому, да, и это вот позволит вам как-то продвинуться, улучшиться. Кроме того, сегодня в коллективе может быть ситуация, когда что-то за спиной такое не очень хорошее делается, поэтому лишнего о себе не нужно говорить. И вообще следить за тем, что вы сегодня говорите и делаете, потому что за вами следят, да, то есть хотят вас подловить на какой-то ошибке. Также, может быть, кто-то манипулирует вами, может быть, даже и начальство, да, какой-то мужчина, скорее всего, рядом находится, вам нужно быть как-то хитрее, вам нужно подстраиваться под ситуацию, чтобы было вам на благо, да.
Иногда хитрость очень даже помогает. И если вы не работаете сегодня, то это прекрасный день для обучения, для развития каких-то навыков, творчества, для того, чтобы что-то сделать по-своему, заняться любимым делом, хобби, куда-то съездить на природу, прекрасно провести время, вот особенно в кругу людей, с которыми у вас общие интересы. А следующая карта для рыб – это девятка бубновая. У вас, уважаемые рыбы, очень серьезный и важный день, очень эмоциональный. Смотрите, сегодня вам вообще хочется все порушить, развалить, разрубить, разбить. Да? Это может касаться и отношений. Захотите вдруг бросить работу, сменить направление и так далее. Может быть, дома все может лететь, да, биться, падать и так далее. Вот будьте осторожны сегодня, уважаемые рыбы. У вас действительно день такой, когда нужно вот эту энергию очень мощную направить в дело. То есть, если вы сегодня по мелочам будете вот как бы эту энергию тратить, то вот она может неприятно как-то выражать себя. Но если вы какой-то большой проект, может быть, займетесь каким-то обучением или еще что-то такое очень важное сделать, можете даже физическую нагрузку какую-то большую взять сегодня, да, то тогда этот день, наоборот, знаете, такой победы, да, достижения результата, удачи, успеха и так далее. Хорошо сегодня вам, уважаемые рыбы, сходить, допустим, на какое-то мероприятие, где много людей, где громкая музыка, может быть, хотя бы сходить, там, погулять туда, где вот собирается большое количество людей. Также у вас здесь хорошая возможность сегодня вот скинуть вот это напряжение через спорт, но лучше всего, чтобы это было что-то такое там тяжелое, да, или, допустим, тренажеры, или это там грушу побить, или еще что-то такое, да, то, чтобы вот это напряжение выходило. Потому что сегодня какой-то вот день такой напряженный, очень сильно эмоциональный, когда трудно контролировать себя. И, кстати, вокруг вас тоже могут появляться такие люди, как отражение вашего состояния. Тоже деструктивные такие могут быть ситуации, да, какое-то отрицательное поведение, может быть, люди, которые от вас там что-то требуют или критикуют, или нападают как-то, да, словами и всяко разно. Может быть, кстати, проблема какая-то связанная там с налоговой, с банками и так далее, и так далее. То есть вот лучше сегодня не ждать, когда какая-то сложная ситуация проявится. Лучше вот эту энергию, которая у вас есть, выпустить вот либо через громкую музыку, либо через спорт, либо через какое-то важное большое дело, где потратите много сил. Тогда будет все хорошо. И, кстати, прекрасное время для того, чтобы что-то большое начинать. Например, там, сделать предложение руки и сердца, познакомиться с важным человеком для дальнейшего сотрудничества, начать обучение, какой-то там большой блог и так далее. То есть вот начало сегодня просто замечательно, вот огромное количество энергии. Вы сегодня, уважаемые рыбы, как атомный реактор, да, вот самое главное, чтобы вам во вред это не пошло, а вот нужно направить энергию верно. Результат дня. Дама дама бубновая. Смотрите, сегодня день действительно будет не из легких, и, возможно, даже вечером у вас будет желание такое подумать, а правильно ли я поступил, а правильно ли я сделал. И может быть такое сомнение, какие-то качели, сомнения в том, что сделано хорошо или нет, или не сделано, допустим, что-то, выбор какой-то не сделан, да, и вы можете переживать, вот зря я не воспользовался тем, что шло мне в руки и так далее. Также вечером вы можете, знаете, выбирать что-то, принимать какое-то важное решение. Может быть, вы будете кому-то помогать, может быть, будете искать какие-то новые пути выхода из какой-то ситуации. Но у вас действительно вот от вас все зависит. Обязательно нужно свои решения принимать, свою волю какую-то использовать. Да? Нельзя ни в коем случае вестись на желание других людей. Нужно сначала спросить, а это мне подходит, это мое желание, да, потому что вы можете тут легко переключиться на других людей, начать жить их жизнью. Да? Не забывайте про себя, это очень важно. Друзья, всем желаю замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Пишите свои комментарии, как день у вас проходит. Всего вам доброго, до свидания.